Добрый день. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, дорогие друзья. Живет повсюду красота. Живет не где-нибудь, а рядом. Всегда открыта нашим взглядом, всегда доступна и чиста. Вы спросите, почему я заговорила о красоте? Да потому что сегодняшняя наша встреча непростая. Сегодня мы от души приветствуем всех вас на торжественном открытии выставки «Реконструкция и возрождение традиционного костюма русских арктических старожилов Якутии XVIII-XIX веков» ведущего модельера Республики Саха-Якутия, народного мастера Якутии, отличника культуры Республики Саха-Якутия Лидии Будищевой, выигравшей грант Президентского фонда культурных инициатив. Мы уверены, что эта выставка обязательно вернет всех нас к родным истокам. А родные истоки словно родники жизни подарят нам истинную красоту, которую многому научит и любви к прекрасному, и любви к родине, и любви к многообразию культурного наследия нашей великой Родины. Итак, дорогие друзья, ваши аплодисменты Лидии Афанасьевне Будищевой. А слово для торжественного открытия выставки предоставляется председателю Союза художников Якутии Ольге Афанасьевне Скориковой. Пожалуйста, Ольга Афанасьевна. Здравствуйте, дорогие гости. Я очень рада сегодня здесь всех приветствовать. Это здание художественного фонда, которое было построено в 80-е годы. И в нем мы возродили галерею Союза художников Якутии в 2020 году. В прошлом году, в 2021, у нас была реконструкция нашего выставочного зала. И вот сегодня он выглядит так, как вы его видите. И такого масштабного мероприятия у нас еще не было, и поэтому мы очень рады, что у нас вот впервые презентуется настолько серьезный проект. Я лично Лидию Будищеву знаю буквально с юности. Мы вместе учились в художественном училище примерно в одни годы. Это была такая очень высокая, красивая девушка с фигурой модели. Вот не случайно она выбрала, наверное, имея такую внешность, работу дизайнера-модельера с очень кипучей энергией, очень активной, очень общительной. Вот ее энергия, оказывается, куда вылилась. Мы очень рады вот этому серьезному достижению, Лидия Афанасьевна. Поздравляем вас вот, в первую очередь как творца. И позвольте вручить вам наш приветственный адрес и наш каталог Союза художников Якутии. Спасибо. Дорогие друзья, я с огромным удовольствием предоставляю этот микрофон и, конечно же, слово для приветствия директору Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук Наталье Иннокентьевне Поповой. Наталья Иннокентьевна, пожалуйста. Уважаемые участники торжественного мероприятия, позвольте вас приветствовать и поздравить, но прежде всего Лидию Афанасьевну и моих коллег Сардану Ильиничну Бояркову, доктора исторических наук, и Екатерину Алексеевну Строгову, вот с успешным завершением такого грандиозного проекта. Я должна сказать, что на самом деле вот русские старожилы, как арктики, так и вот и ямщики, они всегда в фокусе внимания исследователей нашего института. Это не первый проект с нашим участием. В период с 12 по 14 год в институте разрабатывался очень большой проект в рамках государственной программы по развитию, сохранению, изучению языков государственных и официальных. Значит, проект, посвященный как раз русскому старожитческому населению. Вот здесь я вижу участников: Татьяна Александровна Бердникова, Егор Петрович Антонов, мой коллега,
ведущий научный сотрудник нашего института Татьяна Александровна Бердникова, кандидат филологических наук, доцент университета. Это был очень большой, комплексный, междисциплинарный проект, который практически охватил все аспекты жизнедеятельности русских старожилов. То есть это и культура, и язык, и хозяйственная деятельность. Были сделаны очень хорошие, интересные выводы, и вот буквально в 2019 году у нас вышла большая книга, которая поместила как итоги исследования того проекта, так и материалы конференции, которая была проведена в 2015 или в 2016 году, как раз тоже по следам этих экспедиций. Было предпринято в течение этого периода, буквально 3 года, 6 экспедиций, как в Русскоустье, так и в Похотск. Я должна сказать, что на самом деле с определенной традиционной периодичностью мы к русским старожилам, как к объекту научного исследования возвращаемся снова и снова. Сейчас у нас идут 2 проекта параллельно. Это, большой проект в рамках гранта Российского научного фонда, который в большей степени ориентирован на археологическое исследование. Кроме того, у нас сейчас тоже разрабатывается большой межрегиональный, там принимают участие не только якутские, учреждения, вузы, институты, академические институты, но и Камчатка, Магадан, что там еще? Чукотка, большой, и там тоже у нас есть отдельный проект, который посвящен изучению русского населения. Там есть исторический опыт, и одна из основных задач – это исторический опыт адаптации, который, конечно, затронет все старожильческое население, русское старожильческое население Якутии. Что касается Лидии Афанасьевны и проекта, который успешно завершился, который мы сегодня будем, который презентуется, это 2-й проект успешный, 1-й мы уже в 2015 году, это в 2015. Лидия Афанасьевна, она, конечно, известный специалист, профессиональный дизайнер, модельер, и, в принципе, при поддержке, при активном участии наших коллег-историков, которые выступают в качестве научных консультантов, как-то очень успешно с каждой подачи получают большой грант фонда, президентского фонда культурных. На самом деле нужно поздравить. Я бы хотела поздравить с постоянным успехом, так я буду говорить, с постоянной такой поддержкой. Я бы хотела, конечно, пожелать не останавливаться на достигнутом, но и продолжать в том же духе дальше. Что касается культурного наследия, на самом деле, русских старожильческих, культурного наследия в этой части, на самом деле, нашими исследованиями установлено, что доминантой до сих пор являлся фольклор. А теперь, я думаю, с подачи Лидии Афанасьевны и моих коллег, это еще будет материальная культура, которая олицетворяется вашей традиционной, в реконструкции вашей традиционной, древней, многовековой одежды. Спасибо вам большое за внимание. Я вас поздравляю и желаю успехов. Спасибо большое. Дорогие друзья, я с огромным удовольствием приглашаю на нашу импровизированную сцену хранителей старорусских песен Ямщицкого тракта ансамбль «Ямские бубенцы». Художественный руководитель коллектива, отличник культуры Республики Саха-Якутия, председатель общественной организации «Потомки государевых ямщиков» Ирина Стрекаловская. Для вас прозвучит старинная солдатская песня. Вы послушайте «Стрелочки». Вы послушайте стрелочки, а я вам и песенку спою. Ой, ой, да люли, а я вам песенку спою. Я вам песенку спою, да про службинушку свою. Ой, да люли, про службинушку свою. Мы
да. Отца с матерью видать, ой, да люли, отца с матерью видать, отца с матерью видать, да. С молодой женой поспать, ой, да люли, с молодой женой поспать, с молодой женой поспать, да. Хоть разок поцеловать, ой, да люли, хоть разок поцеловать. Получили мы приказ, да, нашему полку запас. Ой, да люли, нашему полку запас. Получили мы другой, да, нашему полку домой. Ой, да люли, нашему полку домой, нашему полку домой, да, по дорожке столбовой. Ой, да люли, по дорожке столбовой. Ой, да люли, по дорожке столбовой. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Ансамбль «Ямские любимцы». Мы с ними не прощаемся, мы еще сегодня не раз услышим красивые старинные песни. Мы продолжаем. Лидия Афанасьевна – настоящий мастер, профессионал своего дела. Она не только воссоздает и бережно хранит народные костюмы, она активно занимается исследовательской и просветительской работой. Глядя на великолепные народные костюмы, которые я уже посмотрела, а вы нет, созданные ее золотыми руками, мы осознаем, что традиционный костюм русских арктических старожилов Якутии – важная и неотъемлемая часть русской культуры, которая отличается высокой художественностью и разнообразием. Мастерство, с которым женщины пряли, ткали, вышивали, сохраняя вековые традиции, удивляют всех, кто хотя бы раз соприкоснулся с народным костюмом. Знание истоков его художественной природы дает возможность приобщиться к традиционной русской культуре, позволяет воспитывать в подрастающем поколении определенное восприятие мира, развивать творческие качества личности, обеспечивающие готовность наследовать духовные ценности народного искусства. Я с огромнейшим удовольствием и уважением предоставляю слово для приветствия доценту кафедры общего языкознания и риторики филологического факультета, кандидату филологических наук, специалисту по русским говорам Татьяне Александровне Бердниковой. Пожалуйста, встречайте. Добрый день, уважаемые собравшиеся. Лидия Афанасьевна, с очередным вас праздником, а нас всех с праздником души. Потому что, не может душа не петь, глядя на красивое не только содержание, но и форму тоже. Я помню, сейчас вот вспоминаю, слушая слова Натальи Иннокентьевны, что это уже вторая выставка, да? Сколько у нас было эмоций, сколько у нас было радости, когда вот мы первую выставку посещали, да? И очень отрадно сегодня видеть, что продолжается эта тема. Я, в свою очередь, хочу тоже продолжить, чтобы вот ничего не должно, прошло и все, да? Сегодня я вот со своими студентами, те студенты, которые в прошлый раз были, Лидия Афанасьевна, они до сих пор, да, вот в каком-то таком, немом обожании вас, потом мы еще с другими группами ходили на другие ваши выставки, уже не народного костюма. И я вот нынешним студентам сказала, эта женщина умеет все. Это такие руки, которые
ну, мы сегодня видим, да, увидим, я вот краешком глаза вижу, что это и ткани, это и мех, это и вышивка, и надо сказать, что все это ручная работа, которая всегда очень ценится. И большое вам спасибо за то, что вы продолжаете вот эти традиции. Я знаю, вас связывает вот, ну, просто человеческие такие отношения, дружба уже, да, многолетняя дружба. Вот удивительный синтез, скажем так, любимого дела с научным подходом. Это не всегда сейчас встречается, и вообще вот это, когда ты занимаешься и видишь хорошую основу, хорошую поддержку от своих близких, друзей, от научного сообщества, да, от сообщества тех людей, о которых ты, ну, благодаря которым ты вот собираешь эти экземпляры, это, конечно, дорогого стоит. Элементы народного костюма – это всегда лексика. Вот группы лексики, которая бы описывала только, ну там, допустим, такой-то костюм или такой-то костюм, да, их еще нет, насколько я знаю. И, может быть, если вы будете издавать каталог, мы бы со своей стороны могли бы помочь вот именно в описательной части, из каких частей, да, вот где встречается, там, привести контексты различные, да, ну и так далее, и так далее. То есть мы всегда готовы к сотрудничеству. Большое вам спасибо, что вы нас не забываете, что вы нас приглашаете, и я всегда иду на праздник. Вот сегодня у меня праздник души. Я надеюсь, что у вас тоже праздник души, и вот с этим хочу всех нас поздравить. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, вы знаете, вот здесь я смотрю в зале так много уважаемых, известных людей. Впереди еще много выступающих у нас, много песен. Уважаемая Лидия Афанасьевна, пока вот, пожалуйста, обратите внимание на эту удивительную, очаровательную женщину. Вы знаете, кто это? Не знаете? А я вам сейчас расскажу. Это председатель общественной организации русско-устинцев Татьяна Николаевна Шкулева, которая, как всегда, здесь, вместе с нами. И, конечно же, она сейчас буквально несколько слов подарит всем нам. Пожалуйста, Татьяна Николаевна. Уважаемые все присутствующие, конечно же, Лидия Афанасьевна, я поздравляю вас с открытием очередной выставки. Знаю о первой вашей выставке, там, где были календарики такие красивые, да? Мы наблюдаем за вашей деятельностью, потому что эта частичка касается вашего труда, касается как бы нас, в общем-то, напрямую, да? Так и называется даже возрождение традиционного костюма русских артических старожилов, каковыми мы и являемся. Это русско-устинцы, проживающие в низовьях реки Индигирка, и пхатчане, проживающие на Колыме. Вот. И, конечно же, я хочу вас поздравить с тем, что вы выиграли такой грант, да? Я знаю, что он тоже нелегко пишется, нелегко дается, это довольно-таки объемная работа, включающая в себя, наверное, более таких 30 таких страниц, да? Это очень несложно, потому что я тоже с этим сталкивалась, с написанием грантами президентскими. Поздравляю вас, что вы выиграли. Поздравляю, что вы выиграли, что вы вот продвигаете вот эту тему нашу, да, нас касаемую. И я думаю, что мы, наверное, тоже когда-то в своей деятельности, у нас на сегодня есть костюмы свои определенные. Кстати, наш ансамбль тоже называется «Розовая чайка». И выставка ваша сегодняшняя называется «Розовая чайка». И я думаю, что вот ваши элементы ваши выставки, этих костюмов, они, конечно же, впредь, в будущем будут использоваться и нами, и пхатчанами, и русско-устинцами, проживающими непосредственно в селе Русское Устье. Поэтому мы очень вам благодарны, что вы этой теме уделяете такое внимание. Я вас поздравляю еще раз, дальнейших вам удач и дальнейших успехов. И, конечно же, я хочу вам подарить вот такую вот книжку, да. Это ее написала Юлия Русско-Устинская, Юлия Попова, это моя старшая сестра. И вы, ее прочитав, будете еще более проникнетесь, наверное, нашей Родиной и темой, которой вы занимаетесь. Спасибо. Ну и немножко конфиденты есть, да? Я немножко спою на своем языке, на своем диалекте
андельщину. Что такое андельщина русско-устинская? Андельщина – это импровизация. Я пою о том, о чем я вижу, да? О том, это может быть песня о любви, песня о природе, песня о тундре, о море и так далее, да? В данный момент я спою напевы, такие вот любовные. Ой, да, любила Машок, любила Дашок. Ой, да, любила Джела, души. Ой, да, между ярами косовой. Ой, да, стоит вам щеде балаган. А ты томче балаганиче, да. Ой, да, скрипучий мост ляжет. Ой, да, дайте шутки, шаткары, да. Ой, да, дайте не скрипучий сапоги. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Николаевна. Очень здорово. Еще один говор интересный, да, прозвучал. Уважаемые гости, дорогие друзья, я с огромным уважением и удовольствием спешу предоставить слово директору Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов СИМЭХ, заслуженному работнику культуры Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Яне Викторовне Игнатьевой. Пожалуйста, Яна Викторовна. Добрый вечер, уважаемая Лидия Афанасьевна, уважаемые гости. Всех поздравляем от имени Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов с открытием выставки. И в первую очередь разрешите поздравить реализацией гранта Президентского фонда культурных инициатив «Розовая чайка. Реконструкция костюмов старожилов». Да? Так называется? Ага. Давайте поздравим, потому что гранты реализовывать, писать и отчитываться – это очень сложное дело. Наши поздравления вам, вашей группе. Ну что, Лидия Афанасьевна, Лидия Афанасьевна вы все знаете, она у нас дизайнер, да, художник-дизайнер, народная мастерица. И сегодня, конечно, в течение уже нескольких лет она предстает перед нами, да, перед жителями нашей республики в другом, в другом варианте. Она уже реконструкцией занимается, возрождением традиционного костюма русских арктических старожилов Якутии 17 века. В этом она, конечно, преуспела. Уже один вариант костюмов у нее было же. И мы, конечно, сегодня отмечаем, что проект реализован качественно, как мы видим, да, изучением очень многих археологических, по археологическим раскопкам. И, конечно, мы гордимся, что наши мастера совместно с нашими учеными реализуют такие проекты. Это очень похвально, это все для будущих поколений. Лидия Афанасьевна, и вашей группе мы желаем больших творческих успехов, не останавливаться на этом. И как дизайнер-художник вам тоже творчества желаем. И, конечно, чтобы у вас дома, у родных все было хорошо. Лидию Афанасьевну знают на международном уровне, на российском уровне, но рассказывать много не будем. Она одна из первых участниц Евразийского конкурса высокой моды «Этноэрата», который у нас в республике уже проходил дважды.
дважды. И в этом году, вот столетию, на Сыхе Туймаде мы видели красочные коллекции наших и зарубежных коллег, и российских коллег, Евразийского конкурса высокой моды «Этноэрата». Что «Этноэрата» на Якутской земле проходит, это тоже заслуга Лидии Афанасьевны. Так что, Лидия Афанасьевна, творчество, счастья, любви, что любовь гладит, и, конечно, долгих лет жизни. И разрешите приветственный адрес такой у нас, и альбом, который мы сделали по итогам Этноэрата, вручаем. И, конечно, очень у нас такой подарок, да. Вот Лидия очень трудяга, да. Вы знаете, как она трудится днем и ночью, но она себе вообще не уделяет внимания. Она и на даче, и на дома. В общем, труженица, и мы вам дарим, чтобы у вас было всегда тепло, чтобы не простывали, чтобы было здоровье. А главное, что для человека здоровье, Лидия Афанасьевна. Так что берегите здоровье и, конечно, всех наилучших успехов вам. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы творите, за то, что вы с нами сегодня. Спасибо. Спасибо большое, Лена Викторовна. Уважаемые гости.